Кстати, у вас двое детей, двое внуков, да? Да, да. Ага. Но ведь, мне кажется, по миру-то внуков у вас больше миллиона, наверное. Да, о. Свои внуки-то не ревнуют? Говорят, давай ты почему других поздравляешь, например, обнимаешь, целуешь? Нет, они даже вот радуются, я, например, в садик иду и с детьми разговариваю. А она говорит, внучка, давай ты со всеми так мило разговариваешь. Я говорю, у меня, я говорю, все дети же наши внуки, потому что мы передачи ведем. Поэтому вот она заметила, что мы со всеми детьми наравне разговариваем, как с нашими внуками, внучками. Яңа ел белән, дуслар! С Новым годом! В эфире новогодний выпуск программы «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях самые любимые Давани и Давати телеканала ТНВ, ведущие программы Куштанаш, Зайтун Яркаев и Альфинур Хисами. Пожалуйста, встречаем! Программа «Куштанаш» «Гостинец» выходит на телеканале ТНВ с 2003 года. Давани и Давати рассказывают малышам сказку и поучительные истории и дарят гостинец – мультфильм на татарском языке. Помогает им котенок по прозвищу Ямшак. Программа «Куштанаш» получила приз за лучшую детскую программу среди региональных телекомпаний за 2009 год. Членов жюри подкупила доброта этой программы, где остался задушевный разговор с детьми и неназидательное объяснение, что такое хорошо и что такое плохо. Это первый ТЭФИ для ТНВ и первый приз в истории всероссийского конкурса за передачу на татарском языке. Исәнмесез? Исәнмесез, бәйрәм белән. Сезне яңайлар белән, с Новым годом вас! Спасибо, что пришли к нам. И не с пустыми руками. Ну, менә бит, әзгенә булса да Куштанаш, Давати белән Даванидән безне онытмас өчен это нам дарили наши внуки. У нас То есть внуков в очень нашу много. программу специальные подарки от ваших внуков. Да. Большое спасибо, Бигзур Ахмед. Ну, а я так понимаю, самый главный подарок у Давати у нас в руках, да? Да. Альфинур Хисами – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, режиссер Болгар Радиосы. Родилась в селе Среднее Балтаево Апастовского района. Окончила театральное училище и Государственный университет культуры и искусства. Профессиональную деятельность начала в качестве актрисы в Мензелинском государственном драматическом театре. Затем работала на ГТРК «Татарстан». С 1999 года работает режиссером на радио «Янага-Сыр». С 2012 года «Болгар Радиосы». Сыграла около 100 ролей в театре и радио и телепостановках. Одна из них – образ Давани в программе «Куштанаш». Зайтун Яркаев – заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Родился 13 июня 1955 года в селе Каракашлы Ютазинского района. Окончил Казанское театральное училище. После службы в армии начал работать в Мензелинском государственном драматическом театре, на базе которого в настоящее время действует театр юного зрителя имени Кариева. На протяжении последних 20 лет Зайтун Лябибович является режиссером государственной телерадиокомпании «Татарстан». Им сыграно около 80 ролей в театре и на телевидении. Одна из них – роль дедушки Давати в детской программе «Куштанаш». С праздником, с Новым годом, дорогие друзья, бабушки, дедушки, даватиляр, даваниляр, апалар, абыйлар и, конечно же, наши дорогие телезрители, дети. С Новым годом вас! Руслан, вот это от нас. Я так понимаю, это подарок. новогодний мешок такой у вас, да? Да. Это вкусная еда, тыква, сами выращивали в саду. То есть это ваш урожай, да? Да, наш урожай. Но я так понимаю, мы сегодня будем готовить большое татарское блюдо из тыквы. Да. И который называется... Белыш. Хаба, балиши. Кабак баляши, друзья, мы начинаем готовить специально для новогоднего стола. Вот, Новый год, как Новый год. Да, видите, волшебство. у нас волшебство произошло. Значит, мы ту вам для подарка оставим. Большую тыкву оставляйте нам на студии, хорошо? Вот, сейчас мы вместе троем готовим. Маленький. Балиш, да, маленький балиш. Для этого вот мы сейчас его разрезаем пополам. Вот так. Вот для белыш самый хороший, чтобы это
жесткий тыква была. Альфина Рапа, вот вы часто готовите сами-то? Да, я очень люблю, потому что на Новый год мы всегда, каждый год готовим такой бялиш, потому что уже все тогда мясные продукты побольше принимают, а это очень полезно и помогает людям. Это лечебный, говорится, как говорится, и лечебный, и диетический считается. Ну, а ваши внуки вот и дети не говорят: очень любят. эй, Аби, бабай, опять бялиш из тыквы, где жареный гусь, где мясо? Нет, они ждут, не дождутся. Они, потому что мы из кожуры кораблики делаем. Мы же вместе всегда с детьми вместе готовим этот бялиш. И поэтому, когда они делают, когда мы чистим, кораблики, получается, они начинают играть. Это же так интересно. И семечки очень полезные. Они вот начинают эти семечки поделить, там это считать. Безотходное производство. Да, это настоящее. Семечки, кораблики и самое главное, вот открыли, проверяем. Открыли. Вообще. Семечки, такой запах. Посмотрите, какое сердечко такое получилось, да? Очень даже мне нравится вот запах прям такой приятный. Так, ну половина тыквы, мне кажется, хватит на бялиш, да? Конечно. Вот так ощущаем. А семена, Руслан, можно на будущий год для урожая оставить. И сейчас я, наверное, начинаю тесто готовить. Вы, если не трудно, помогите нам. Так. Рис нам надо будет еще. Так, вы занимаетесь тестом, я отварю рис. Рис, Так. рис не так много. Не побольше полстакана. Рис. Так, ну берем обычный рис, да? Да, ага. Ну. И вот положим. Соль еще надо добавить. Так, воду. Да. Мне надо будет ложка и яичко одно. Так, одно яйцо, сметана. Сметана, Одно яйцо. ложка и мука здесь есть. Все? Ага, можно? За тесто отвечает у нас Альфина Рапа. Да. Так, а как у нас дела с тыквой? Хорошо, вот так будем Ну, это продолжать такое чисто очищать, мужское да. занятие. А бывает такое, что, Да. Альфина Рапа, вы сами чистите тыкву, нет? Иногда. Ну, Да, когда я на работе или где-то когда делать дома, всегда не делать. дома, да. Так, мы поставили воду, сейчас она вскипит. Кстати, заметили, какую мы используем красивую прозрачную посуду. И очень даже вообще приятно. В ней, кстати, приятно готовить и потом приятно все это кушать. Зайтун Абы, а вот вообще какую кухню предпочитаете? Я Все-таки больше мяса или больше овощей? Я вот, самом деле, мясной люблю очень. Но, С женой не спорю, ем тыкву. да, потому что... Уже 20-30 лет. Потому что она все любит, и капусту, и огурцы, и помидоры. Я этот созвездие у меня Да, есть. что за трава растет в саду, все есть она. Ну, это смешно, конечно, съедобное только. Вот. Я овощную на самом деле очень люблю. Руслан, если можно чуть-чуть еще подсолнечное масло. Так, добавляем в тесто подсолнечное масло. Вот. Ложечку. 3 ложки. 3. А, 2, 3. 3 ложки. Все, нормально, спасибо. Так. Кстати, у меня вскипела вода, добавляем рис. Да. Соль положили, да? Сейчас соль добавим. Ох, как все закипает. Соли сколько? Половина ложечки хватит? Да, нормально будет. Вот тыква очень сладкая. Кстати, можно попробовать, да. Когда тыква, в принципе, пролежала несколько месяцев, мне кажется, она вот прям вкус сохраняет. Все, блюдо готово, Рахмет. Так. Ну, дорогие наши давайте расскажите, пожалуйста, вот кто вас пригласил на эту программу и кто придумал вот эту детскую программу, которой, в принципе, не было на ТНВ. Других же не было программ для детей. До этого было «Элибе-элибе», тоже вечерние сказки. А потом как-то остановилась, и ничего не было для детей. Это придумала Рамиля, наш директор, Яштаинова, Сахабытдинова и Милюша Лебедовна. Они пригласили меня, они вместе придумали и сказали, давайте пригласим Эльфину Рапана, и она будет делать. Ну, до этого у вас не было опыта работы на телевидении? Я работала. А, работали? Я так обрадовалась. Это на мое счастье открылась эта программа. Потому что у меня всегда была рядом, я когда выросла, Девани, папина бабушка моя. Самая красивая, самая хорошая для меня эта красавица была. Вот я всегда рассказала, когда мы вместе работали с Рамилей, я про Девани всегда, оказывается, говорила. И она заметила это и говорит, давай пригласим Эльфину Рапана. И я пошла. Это нечто такое было для меня. А потом вы уже пригласили своего мужа, получается, да? Да. Еще одна вела ведь ты. А потом через 2 года пришел Девати, к нам присоединилась.
И это был как раз новогодний вечер. Как раз на Новый год он пришел. И, Кыш бабайым. Да, кыш бабайым. Нам Тоже очень сюрприз радостно был, стало. да? Да. Тоже для детей сюрприз был. Ну а вот вообще легко работать, когда вот муж и жена, как Да, вы конечно, скажете? конечно. То есть, наверное, взаимопонимание, да, легкое? Да, очень удобно. Самое Зачем? главное, вот мне нравится вот когда вдвоем. Мне нравится вот парные катания всегда, вот когда мальчик, девочка всегда вот, когда в семье тоже вот когда обращаются вместе. Ну у вас все парное, у вас поэтому и Парные двое катания, детей, кстати, тоже парные. Еще мы с тобой еще на коньках не катались. Да, вот Так, обязательно дети, надо. это будет в Новом году мы стараемся. Не как лошади, а как давайте будем. Итак, тесто у нас готово. Да. Тыкву мы разрезали такими красивыми кубиками. Кстати, Да. вот вам посуда, можно туда ее сложить Вот, аккуратненько. спасибо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И, в принципе, сейчас мы можем уже раскатывать тесто и делать основу нашего бәлеша. Дорогие друзья, мы продолжаем готовить новогоднее блюдо кабак бәлеши. Сегодня мне помогают ведущие программы Кюштанач, Зайтун Абы һәм Альфинур апа. Еще раз вам большое спасибо, что сегодня с нами. Мы замесили тесто, сейчас будем его раскатывать. Есть у нас начинка, мелко порезанная тыква. И, Зайтун Абы, что вы делаете сейчас? Я сейчас сделаю украшения. Для нашего Всё-таки, балиша. Да, для нашего балиша, потому что многие дети же нас смотрят, поэтому, чтобы им было весело в Новом году, Они во любят. время праздника. Мы еще отварили рис, я его промыл, он у нас готовый, ждет Спасибо. начинки. Ну, кстати, вот Будет не. вы часто вообще поете? Я знаю, вот Зайтун Абы играет на гармошке, кроме этого всего. Ага. Альфинур А апа, я вы- спою всегда, когда Зайтун Аби начинает играть. Играю, это слово только, 35 лет уже не держу вообще гармошку. И не Но знаю, мне кажется, это сложно забыть. Давайте представим, что я сейчас играю на гармошке, а вы поете, например. А какой-нибудь куплетик небольшой Эй. для своих любимых внуков. Айда. Шыршы біз сені сағынып күттік ел бойы. Сен тағында матурырақ дизелгенсің бұл yola. Сен тағында матурырақ дизелгенсің бұл yola. Яңа ел белән, дуслар, с Новым годом! Итак, от этой песни, я думаю, наш бәлеш будет вкуснее, веселее. Да. Кстати, у вас двое детей, двое внуков, да? Да, да, ага. Но ведь, мне кажется, по миру-то внуков у вас больше миллиона, наверное. Да, о, Свои внуки-то не ревнуют, говорят, давай ты почему других поздравляешь, например, обнимаешь, целуешь? Нет, они сейчас уже в таком возрасте, уже одному 4,5, Да. другому уже 6 будет. Они даже вот радуются, я, например, в садик иду и с детьми разговариваю. А она говорит, внучка, давай ты со всеми так мило разговариваешь. Я говорю, у меня, я говорю, все дети же наши внуки, потому что мы передачи надо ведем. обращаться. Поэтому вот она заметила, что мы со всеми детьми наравне разговариваем, как с нашими внуками, внучками. Вот такая веселая семейная пара у нас сегодня в гостях, и мы раскатываем тесто, да, я так понимаю? Пожалуйста. спасибо. Кстати, сегодня хотелось бы, пользуясь случаем, вспомнить 2010 год. Год для канала ТНВ и для вашей программы такой памятный, когда вы получили ТЭФИ, то есть очень серьезную телевизионную премию, с чем я вас поздравляю. Спасибо, Вот спасибо. как так получилось, что программа про детей, да, не какая-то там другая развлекательная, взрослая, а вот именно детская программа выиграла такой серьезный конкурс. Ожидали? Нет, мы, честно говоря, Этого так даже было руководство не неожиданно. ожидало. Тем более мы уже поздно, попозже знали, когда уже получили, нам говорили. А так вот, так получилось. Между прочим, это был как раз там отправлено Новогодняя передача. Передача. Там и присутствует Кышбабай, но Кышбабай там другой актер. Дети там Не наши я, да. интересные Вот такие. такие новогодние программы. Ну, а не было потом уже все, замахнуться на Оскар, снять фильм, например, Куштанеш назвать? Подумайте, Зайтун Абы. Нет, если специально делать... Не то получится ничего. Не получится, Да. потому что если так работать, вот мы для приза, для что-то работаем, нет? Нет, это надо любить Просто свою самовыражаться работу, самое и вот, главное. И- дай бог, нашим руководителям, редакторам, режиссерам, мы же там актеры только. Да. Поэтому Они уже- мы можем советовать им, что нужно дальше, как детей Это целая развлечь, группа. да. Вот когда все дружно, все вместе. У нас такая группа хорошая. Мы очень дружно живем, как одна семья, вот прям. И дети всегда вот как приходят,
когда уходят, они всегда, вот у нас есть девани по телевизору там, и своих, кроме своих, они считают нас тоже. Тоже своими родными. Давайте сейчас будем мешать. То есть сделаем финал нашей начинки. Так, пожалуйста. Значит, у нас тыква, рис. И вот вы принесли с собой, я смотрю, здесь курага, чернослив. Ну, Тоже добавляем, да? да. Изюм. Сначала рис. Кстати, мы в начинку будем добавлять соль или сахар, что-нибудь? Нет, потому что здесь мы соль положили, поэтому очень сладкая тыква, поэтому не будем. Давай. Тыкву вообще не любит Тыкву не соль, любит, да, да. чуть-чуть. Да, чуть-чуть Можно, только. конечно, но Желательно. в этот раз попробуем. Да. Так. Сейчас изюм. Ага. Изюм, чернослив, курага. Вот такая у нас получается сборная начинка. Сейчас, Руслан, нам надо будет сковорода. Так, но я предлагаю тоже использовать термостойкую посуду, такую прозрачную. Сразу видно, подгорело или не подгорело. Видно все. Так, Так, все, пока эти оставляем. Так, чернослив. Пока нет, это в самом конце, да? в Хорошо. самом конце. Вот так будет сейчас, давайте. И ответственный момент – перенос Немножко. теста. Смажем подсолнечным маслом. Так. Мы, кстати, видите, какой у нас есть предмет? Афин-Рапад-татарский национальный Паспанаты. пасканата, да. Чуть-чуть подсолнечного масла. Так. Размазываем по часовой стрелке. Да. Угу. Отлично. Так. Ответственный момент. Да, Самый-самый. самый вот. Все нормально Как тесто будет. положим, так и будет красиво Такой и оформлено. бялиш получится у нас. Все нормально. А вы, кстати, как встречаете вообще Новый год? В семье? Или куда-то выезжаете в деревню? Нет, ну, Когда как по жизни все пришлось. И в гостях были, и дома сидели. я тыкву немножко оставила без ничего, да? Ага. Вот внизу, самый вниз, сыпали эту тыкву, потом вмешали вот начинку с рисом. Так. Добавили, кстати, немножко кураги и чернослива вниз, да? Немножко, несколько штук только. Ага. Потом в середину опять, наверное? Сейчас в середину опять положим так. Так интереснее, красивее бывает. То есть вы делаете слоями. Слой. Потому что когда будем уже не мешать, а чтобы попадал все. Так. Еще положим Когда уже чуть-чуть. по порциям. Вот они, секреты приготовления кабак балиша, давани, давати. Такая красивая начинка, даже закрывать ее неохота. Это мне очень нравится вот готовить кабак бәліші с этой курягой. Ну, кстати, вы много рассказываете в программе сказок, стихотворений. Есть новогоднее какое-то стихотворение красивое? Вот любимое. Вот как раз в этом году идет Это не год лишний год. лошади. Это когда я была маленькая, мама меня выучила, научила. Тесто же это мягкое, потому что все из сметаны мы только делали. Ага, нормально получается. Вот так закрываем. Талмашвар атым бар, мақтанырға хақым бар. Менің атым ойнағанда кең бұлымнар болатар. Шапса желіні ұзауыл, егірсе ойны дауыл, не ха-ха деп кішінегенде қарны яңғыратауыл. Это меня научила мама, вот когда была я самая маленькая. Это мне так осталось новогодний стишок. Вот Так, сейчас ну мы вот так закрывали. вот собрали наш бялиш. Ага. То есть дополнительно никакой крышки мы не делали. Собрали по бокам то, что было, Так, ага. защипали. Вот так нормально получилось. А сейчас всегда мы с детишками, с моими внуками делаем вот что хотим. Вот хочется так не написать, не нарисовать, чтобы улыбнулась наша... Наш бялиш сделаем, бялиш? добавим улыбку ему, да? Да. Ну, Зайтуна бы вот Как раз он приготовил. ваши приготовления. Для этого вот сейчас. Вот сейчас. Вот он. Чтобы был Так. глазки, Глазки. Так. чтобы носик хорошенький такой. Ага. И вот веселые брови.
Ну, брови больше похожи на мои, не очень веселые. Так. Как надо веселым делать. Улыбочка такая красивая. Вот. Так, ну можно сейчас я Это постараюсь, конечно. Вот такой красивый получился у нас балеш, но какой он вкусный внутри, мы проверим, только достав его из печки через сколько минут? Через час 15. Примерно час 15. Ну что ж, вы аплодируете, а я отправляю наш красивый кабак балеше в нашу печку на час 15. Так, бисмилля рахман-рахим. Так. Ну, подождем и обязательно попробуем наш новогодний балеш. Кабак беляше. Для начинки очистили и нарезали кубиками тыкву. В подсоленной воде отварили до полуготовности рис и смешали с тыквой, изюмом, курагой и черносливом. Яйцо смешали со сметаной и растительным маслом. Посолили и, постепенно добавляя муку, замесили не очень крутое тесто. Раскатали тесто в пласт толщиной полсантиметра и выложили в смазанную растительным маслом форму для запекания. Заполнили начинкой и сформировали беляш. Сверху украсили кусочками тыквы и отправили в духовку на 1 час 15 минут. В компании с нашими любимыми Давани и Давати время проходит незаметно. И вот прошел уже час и 15 минут. Да. И открываем нашу печку, достаем кабак балеше. Кстати, он смотрит на меня, вот улыбается. Брови почернели. Ой-ой-ой, вот такой получился румяный, кстати, аромат такой прекрасный. Зайтун Абык, вы как главный давати, глава семьи, прошу вас подойти к нашему изделию Где и моя разрезать большая его. ложка, да, Да, с большой ложкой. Ложка. И разрежьте, только брови не заденьте, пожалуйста, мои. Хорошо. Так, разрезаем, бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Горячо? Горячо. Но у нас все по-настоящему. Уттапшкен. Вот тапышка, Утта. Сейчас. каймакта буталган. Так, Ямыр итмек болды бұл. открываем. Кстати, я налью пока чай. Mana былай ынтырып қоябыз ма әләне? Иә. Былай деп ме? Переворачиваем крышечку. Но я бы только крышечку бы сразу бы скушал. Это, кстати, И потом мы вот- самый вкусный, мне кажется. Сливочное топленое масло мы тут Так, крышечку я сейчас разломаю каждому. Так, добавляем топленое масло. добавляем, да. Масла можно побольше. Да. Побольше, да. Так, вот я крышечку Требует. всем. Обычно вот у Потом, нас чтобы- крышечку всегда делят на всех. Да, обязательно. И самый низ, чтобы слово держали. Ну, бәлеш тебе называется, да? Бәлеш Бел түбі, штыр да, ашамаса, аузыңда сөз тұрмас деп Да, считай, что не жил. Иә. Не могу я удержаться. Хочется уже этим блюдом наслаждаться. Стихотворением заговорил, видите, на Новый год. Рахмет. Большое спасибо за этот рецепт. Бисмилля, это коп карабис. Давайте пробуем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бик темлі болған. Субханалла. Ребят, Субханалла. К вашему апинурапа я добавляю свое. вот вы, Руслан, Действительно да, очень вкусно и сочно. Вот когда вместе работаем, вместе делаем, да? И еда. Иә, дружба победила. Вкусно Мне получается. кажется, дорогие друзья, это блюдо украсит любой новогодний стол, потому что вот и можно его подавать как, кстати, горячий такой десерт к чаю. Бектамный булгы. Очень получился вкусным наш бәлеш, но осталось его приправить новогодними поздравлениями для наших телезрителей. Прошу вас. Ой, спасибо. Қадірлі телевизор қараушылар, біздің достарыбыз, нәниләрібіз, әтиләрібіз, әниләрібіз, апаларыбыз, яңа еллар құтлы мүбәрәк болсын. Һәр қайсығызның үйіне бәхет китерсін. Һәр қайсығызның істәлләре мол болсын. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә яшәргә язсын. Һәм тагын күп тапкырлашырга, очрашырга, бергә аралашырга булсын. Яңа еллар белән. Дорогие наши давати, даванилер, апалар, абыйлар и, конечно же, наши дорогие детишки, которые нас смотрят. С Новым годом вас!
Вас тоже я от всей души поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы вы побольше были на нашем экране и побольше приносили радости нашим внукам, детям и всем, кто смотрит канал ТНВ. Дорогие друзья, хурматли дуслар, от всей нашей программы поздравляю вас с новым 2014 годом. В этом году обещаем вам только самые вкусные блюда и самых лучших гостей. Яна Елбелян дуслар, смотрите нас. Программа «Секреты татарской кухни» поздравляет всех-всех-всех. Бекзор Ахмед. Пока-пока.